но и многих тысяч неграждан. С подробностями наш корреспондент Ирина Нежина. Наталья Александровна живет в небольшой рижской квартирке в Агенскансе. Обстановка весьма скромная. Житие-бытие пенсионерки разделяет пес неопределенной породы. Хозяйка пригласила за стол, извиняясь, что не может предложить латвийских конфет. Слишком дорогие, не по размерам ее нынешней пенсии. Цветы, которые вместе с решением Европейского суда преподнес депутат Сейма от партии «За пчел» Владимир Бузаев, соответствовали масштабу известия. Как-никак, 17 лет стажа не пропали даром. Здесь придется тоже очень трудно добиваться, чтобы все, что было написано в решении Большой палаты, было выполнено. А Владимиру Викторовичу придется очень много усилий приложить, чтобы в конце концов сравняли хотя бы по пенсиям граждан и неграждан. Хозяйка сегодня вспоминала, как работала на химических предприятиях Олэна, Вентспилса и других городов Латвии. А ей затем долгие годы доказывали, что трудилась она на Москву. И теперь, дескать, пусть там они и вспомнят. То же самое произошло и с десятками тысяч неграждан Латвии, которых государство попросту решило кинуть. У правительства не отвертеться. Приговор суда есть, и есть надзирающая инстанция. Это Комитет министров Совета Европы. И как только и в случае, если эта переписка не будет давать результата, мы обратимся к нему и ознакомим Европу с тем, как в Латвии исполняется решение Европейского суда. На компенсацию незасчитанных ранее в трудовой стаж лет неграждан латвийскому государству придется тратить 7 миллионов латов в год. За годы невыплат государство рискует расстаться с суммой в 10 раз большей. Ирина Нежина, Олег Горячев, Первый Балтийский канал. Этот сильный слабый пол среди